дуруд ба ҳамагон. имрӯз камтар как бо забони русӣ ҳарф мезанем, то ки ба ҳамаи мо шумо бигӯем ки маълум бошад. Сегодня будем говорить на русском языке, чтобы было понятно всем. Мое обращение сегодняшнее власть и народ Кыргызстана и народ Таджикистана, но не на власти Таджикистана. Потому что я не считаю их легитимным и легальным властью. Мы сейчас много слышим, что тоже Кыргызстан какой-то тяжелая техника бросает в сторону границы, какой-то войска там отправляют, что-то там еще готовится к войне, ну не знаю, насколько это правда, насколько это ложная информация, но есть такая информация. Мое обращение Садыр Джапарову и власти, и все депутаты, и всем кыргызским властям и народам Кыргызстана. Если есть такая возможность, давайте отмораживаем эту проблему, замораживаем точнее, эту проблему пока до смены нашего власти. Потому что я понимаю, вы с ним не хотите сидеть и договариваться, решать эту проблему. Эта проблема нерешаемая с этой властями, которые находятся у нас. Эта проблема нерешаемая. Мы тоже это понимаем, четко понимаем, что нашим властям нужен в данный момент только чтобы они отвлекали только народу, потому что у них тоже ситуация, как-то говорят, на кирдык стоит, да? Поэтому, если есть такая возможность, отступление киргизской власти на временно, чтобы когда мы приедем и берем в свои рука власть, и мы будем с вами договариваться и будем поставить точка над «и» на этом вопросе. Почему я так обращаюсь именно к власти Кыргызстану? Потому что будет погибнут невинные людей, простые граждане, что от вашей стороны и что от нашей стороны. Будет умирать там дети, женщин, там стариков. Те, кто абсолютно не причастен к этой проблеме. Эта проблема не решается с войной. Ни один проблема не решался войной, потому что все мировая, скажем, проблема, военная проблема, и заканчивается, сами понимаете, чем. Это наша проблема тоже, если мы будем, если мы хотим решать оружие, да? Если вы этого хотите, если, ну точнее мы не хотим. Если кто-то этого хочет, только решается с одной. Полностью поражение или Таджикистана, или Кыргызстана. Просто мы надеемся, кто-то на наших крышах, кто-то там нас спасает, дает оружие, помогают нам, да, мы, у нас язык одинаковый, да, у нас то, нет. Эта война не будет на ихний дом, кто нам дает оружие. Эта война будет на наших домах. На наши и на ваших домах будет эта война. А кто нам дает оружие, нам тоже дает и вам тоже дает. Это однозначно. А они будут жить у себя дома спокойно, издалека будет смотреть, как мы друг друга убиваем. Поэтому
Я надеюсь, что у вас не такой власть, который у нас находится. Я поэтому обращаюсь к этому власти, да, уважаемые, дорогие соседи, замораживайте. Это война, это проблема, это граничная проблема до нашего революции. Мы будем обязательно это решать без автомата, без танка, без пушек, без граната. И без самолета, и без пилотника. Мы обязательно будем это решать с вами. Это не проблема. Но в данный момент наша власть, которая находится, которые оккупировали нас, народ Таджикистана, который оккупировали под названием власть, демократия под названием, пока не этого хочет, потому что есть проблема, крупнейшая проблема. Народ не думает о смене власти. Народ думает, молится, чтобы эта проблема не было. Они не думают, что 30 лет у нас находится один сатана, который ворует, убивает, сажает в тюрьму, выгоняют нормальных мужиков из стран. Вот. Об этом пока народ не думает. Когда есть война, еще крупнейшее что-то. Всегда они молятся, ой, дай, чтобы не была война, дай, чтобы не была война, чтобы мы не хотим войну. Ну, народ... Эта война просто отвлекает народа от революции. Если вы хотите, чтобы мы это решали быстрее, пока замораживайте, выводите свои войска далеко и дайте нам не отвлекаться, и чтобы мы решали эту проблему наша, а потом обязательно вернемся граничный конфликт, который у нас есть. Это не конфликт. 1 метр туда, 1 метр сюда. Никто не умирает, и никто богатым не станет, и никто бедным не станет. Это первое. Я понимаю, я много из ваших тоже разговариваю. Это без проблем решается. У нас почти 25 лет был конфликт с Узбекистаном. Все время, о, узбеки там душманы, узбеки там, узбеки убили нас, узбеки. Как начал Узбекистаном похорошеть, и сразу начал Кыргызстан душманом. Ну, это политика Эмомали Рахмон такой. Но у них вот эта система, чтобы народа отвлекать. Поэтому, если есть у вас возможность, если есть у вас, скажем, какой-то шанс, чтобы не умерли и ни киргизи, и ни таджики, простые народы, пока замораживайте эту проблему до смены нашего власти. Но надеемся, скоро, очень скоро мы сменим эту власть. Если мы будем вот так идти, вот эта проблема будем качать до конца, да, оно начинается когда-нибудь оно будет лопнуться, и все. И потом будет вся проблема, вся. Мы тоже не хотим. Когда у нас тоже кто-то умирает, да, мы тоже мужики, которые у нас есть совесть, у нас есть номус и гурур. Мы тоже не хотим этого. Просто смотреть и сказать, ой, так и была проблема Эмомали, или проблема Киргизстан, там власть, вина какой-то власти, да, нет, тоже мы не будем на это смотреть. И надеюсь, у вас тоже такие люди есть. Поэтому давайте не делать друг друга, создать с друг друга какой-то врага пожизненным. Поэтому будьте умным и замораживайте это. Я думаю, это будет полезно и для вас, и будет полезно и для нас. У нас впереди большой будущий. Мы не хотим
Я знаю точно, и вы тоже не хотите, чтобы мы, два соседи, и были такие кровными враги за идею какой-то дебиля. Или кто-то кому-то обещал, я тебе поддерживаю, давай, ты кусок земли забираешь. Нет, кусок земли кто забрал и с кровом отдавал обратно. Никогда никому не остается эта земля, потому что история докажет, да, может быть сегодня немножко слабый, да, где-то кто-то там с какой-то стороны, но завтра оно будет сильным. Обязательно нападают, обязательно забирают то, что потеряли его деды или братья или отцы. Это есть и у вас, и у нас. Не только и у вас, и у нас. Даже и у всех народов есть это. Потому что история повторяет свое. Так что, скажем, вы тоже понимаете, и мы тоже понимаем. Замораживайте, мы решаем эту проблему, скажем, по-мужской, реально, согласие народами, референдумы, может быть, с референдумом, да? С голосованием народом, приграничные народы, сторону Киргизстана и сторону Таджикистана, чтобы мы решали это и поставили точку над «и». Сколько мы будем дуть этого, это огонь, да? Оно будет гореть и больше, и больше, и больше. Поэтому я думаю, у вас есть пока немножко шанс, вариант, и народ Киргизстан, и власть Киргизстан. Давайте останавливайте это, давайте замораживайте это на времени. Но это кусок земля и вам не нужен, и нам не нужен. Например, да? Не стоит ни одного человеческой жизни, не стоит ни одного слезы матери, которые и у вас есть, и у нас есть. Но достаточно мы убили друг друга, наверное. Если кто-то хочет показать себе, да, я пришел, я возьму эту землю и обрадую свой народ, то глубоко ошибается. Очень глубоко ошибается. Поэтому эту ошибку не повторяйте. Не думайте радовать свой народ, отобрать кусок земли. Спорный был, это был нашим, мы спорны были. Нет. Если мы вот так берем, давайте, не хочу вас обидеть, да? Но вы же прекрасно знаете, в каком году переехали сюда, точнее, в каком году вы были в горах Тяньшану, да? Ну, предки ваши. Там не дали, чтобы строиться и оставаться. Ну, не делать это. Вот представляете, просто вот Дунган, который живет в Казахстане, да? И они создают свое государство и будет воевать с казахами, которые несколько лет тому назад от китайцев они убежали, и казахи дали им, скажем, место. И их тоже создали бы там внутри Казахстана какой-то автономный область Дунганов, да? И сегодня они воевали бы с Казахстаном. И потом сделали бы государство, да, с помощью Сталина или с помощью Хрущева. И сегодня они воевали бы, сказали бы, вот эта территория наша, спорная эта территория. Это слово сказать вам стыдно должен быть, что эта территория спорная. Вот поймите это правильно. Вот точно такой же ситуация, да? Дунганы убежали от китайцев, приехали в Казахстан. Если у них создали бы какой-то часть Казахстан, государство Дунганский, и это Дунгане казахам претендовали бы какой-то часть территории спорной между Дунганами и между казахами. Вот понимаете? Вот точно такой же у нас идет стыковка.
Это должен быть стыдно. Мы говорим, мы решаем эту проблему с вами. Мы решаем. И эта земля, и мы все поместимся. Все мы поместимся. Живые и мертвыми, да? Под землей и над землей. Мы поместимся. Но мы не хотим сейчас в данный момент, чтобы умерли простые граждане, которые они хотят жить. Какой-то девочка, мальчик, какой-то там, скажем, отец, мать, кто-то хочет, чтобы жить на этом свете, а не умирать, чтобы за какой-то дебильский, скажем, идею. Я надеюсь, что вы понимаете это прекрасно. Или давайте конкретно откроем война, кто кого выигрывает. Вот такой. Или вариант такой. Другого варианта нету. Или решается по-хорошему, или полностью по-плохому. Я прекрасно знаю, вы тоже этого не хотите по-плохому, и мы тоже этого не хотим. Ну, когда дело дойдет до туда, варианта не останется, решается по-плохому. У меня всегда говорили, пока у тебя до последнего есть шанс, что можно какую-то проблему решать по-хорошему, да, никогда не используй плохое как что-то. А когда полностью не останется, подключайся по-плохому и абсолютно не думай по-хорошему. Полностью до конца решай по-плохому. Поэтому не будем этого решать, чтобы у нас было, чтобы плохому что-то, да, чтобы мы друг друга, как-то говорят, на шею держали. И мы хотим друг другу руку давали и решали эту проблему. Давайте замораживать, уважаемый киргизский народ и киргизский власть. Пока у нас в руках нет этот шанс, чтобы мы решали эту проблему, ну скоро будет. А мы это решаем. Я гражданин Таджикистана, родился, мой дед, бабушка, отец, все мы. Да, я тоже туркоязычный, я калах. Но это мой дом. Таджикистан это мой дом. Я не позволяю, кто-то со своими ботинками зашел на мой дом. Поэтому я обращаюсь. Я надеюсь, уважаемый народ Кыргызстана, уважаемые дипломаты и президент и остальные, вы понимаете меня, а мы понимаем тоже вас, ситуация. И с просьбой от лица оппозиция, скажем, да, от своего группы Ходим и Халк, просим, я прошу, как лидер этой оппозиции, прошу остановить и замораживать эту проблему. Мы обязательно это решаем. Не с оружием, не автоматами, а просто дав друг другу руку. И все будем четко делить, договариваться, что не будет 1 километра от вас до границы дом и 1 километр от нас. Есть жилой дом, все, будем сносить это. Не будет 1 километр до границы ни один дом. Без разницы, где мы будем делить, вот в центр поселка будем, не знаю, где бы ни был, все будем сносить. Подряд будем сносить до 1 километра от нас и 1 километр от вас. Чтобы не было, это проблема. У нас был как Евросоюз, не был границы. Я помню, я много ходил в Кыргызстан, много ездил. Я никогда не видел, что кто-то документы проверяли. Вот последние несколько дней, несколько год, уже мы начали эту проблему, да, и убивать друг другу, враждовать за какой-то кусок земли. Это нечестно. Давайте остановить. И за дебильскую идею, да, простые народы, которые торговали свой товар Таджикистан. Я знаю, я покупал от них каждое утро
фруктами торговали, яблоками и остальными фруктами. Торговали в Таджикистане рано утром, на оптом. И покупали себе еду домой. Лайлакская область и этот час Казахстан. Сейчас они не могут ехать и торговать свои яблоко, фрукты свои, да? И чтобы они покупали. Они тоже страдают за какой-то дебильскую идею. Много таджикистанцев тоже там торговали свой товар. Киргизстан на базарах ходили, ездили, продавали, покупали. У них была вот Евросоюз. И за какой-то дебильской идеей народ начинает страдать. Вот понимаете, о чем это? Простые народы страдают. Давайте замораживайте эту проблему. Если вы хотите это решать мирным путем, да, замораживайте. Вы с этой властью. Дальше всем салам алейкум. Пишите свое мнение. Братья киргизы и братья таджики. Пишите свое мнение в комментариях. Салам алейкум ва рахматуллах всем.